Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Прошу пройти к трибуне. Уважаемые судьи, изучив ходатайство обращения Джулдошу, мы также согласны с позицией представителя Джогор Кенеша, и мы считаем, что статья 442, изложенная в редакции, в которой мы сейчас ее обсуждаем, она не противоречит части 1 статьи 61 Конституции по следующим основаниям. Сама статья 442 воплощает фундаментальный принцип уголовного права, запрещающий ухудшение положения обвиняемого, осужденного при рассмотрении его собственной жалобы. Ну и также это касается в сторону ухудшения в течение года. Этот принцип признан в международном праве. Это статья 14, часть 5 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицирован нашей страной. Он защищает индивида от государства, учитывая асимметрию сил в уголовном процессе. Отсутствие общего срока для обжалования, не ухудшающего положения, это не пробел. Это осознанный выбор законодателя для обеспечения доступа к правосудию. Он позволяет исправлять судебные ошибки, например, в случае новых доказательств невиновности в любое время, и усиливает гарантии судебной защиты, как предусмотрено нашей Конституцией. Норма четко ограничивает только ухудшающее обжалование, обычно от прокурора потерпевшего, чтобы обеспечить правовую определенность и стабильность для осужденного. Бесконечное обжалование осужденного не создает хаоса, как говорит представитель, обращающая сторона. Это то есть, поскольку кассационная инстанция, которая рассматривает, в нашем примере Верховный суд, как кассационная инстанция рассматривает наше дело, это чрезвычайная инстанция, требующая существенных оснований для пересмотра. То есть высказывание уважаемого обращающей стороны говорит о том, что он может все время обращаться, пытаться оправдаться. Нет, здесь чуть-чуть игра слов, потому что человек может обратиться с кассационной жалобой на свой приговор один раз. То есть если кассационная инстанция, она рассмотрит, примет какое-то решение, он не может все время обжаловать. Как пытаются нам изложить. Человек может обратиться с кассационной жалобой только один раз. И если кассационная инстанция проверит и скажет, да, вы заключили сделку, вы виноваты, или какое-то решение примет, на этом останавливается. То есть можно потом обратиться только по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. То есть попытка преподнести данное дело, что человек может бесконечно обращаться, это неправильное понимание, потому что человек может обжаловать только один раз в кассационной инстанции. Да, он не ограничен сроками, но это только одно обращение. Речь идет об одном обращении. То есть это не бесконечный процесс, и, как сейчас говорили, не создает хаоса. То есть человек обращается, кассационная Куценко, и дело рассмотрит, если Верховный суд примет какое-либо решение, она может быть... Она только один раз рассматривается, поэтому сказать, что постоянное обращение, попытки реабилитироваться, то есть не имеют бесконечный срок и бесконечный процесс, я не согласен с этим, только это один раз. И что потом обжаловать еще раз, это должны быть, как я уже сказал, новые или вновь открывшиеся обстоятельства. Тем более, если при подаче кассационные жалобы, тот же Куценко или как Маманов, они должны обосновать, почему они пропустили срок, установленный законом, трехмесячный срок. То есть это должны привести определенные доводы. Это тоже должен Верховный суд изучить, почему они обращаются через такой срок, а не установленный законом 3 срок. Потом привести какие-то доводы, которые повлияли бы на принятие решения кассационной инстанции. Мы не согласны с приговором, этого недостаточно. Соответственно, должны быть какие-то обстоятельства, которые повлияют на решение кассационной инстанции. Вопрос, почему потерпевшему прокурору год, а осужденному дается, скажем, неограниченный срок, это, на мой взгляд, это асимметрия сроков обоснована непропорциональным соотношением сторон. Человек, индивид, осужденный, и против него стоит государство с его, скажем, всей мощью. Это правоохранительные органы, правоохранительные органы,
они все вместе предоставляют это огромная махина, против которой стоит один человек. Соответственно, асимметрия сил дает возможность человеку пытаться оправдаться без ограничений, улучшить свое правовое положение. Это, на мой взгляд, считается именно связано с тем, что силы не соразмерны. Потому что один человек против госмашины, плюс потерпевших, они обычно на одной стороне, как правильно сказали уважаемые судьи. Поэтому я считаю, что именно отсутствие сроков это дает человеку на реальную судебную защиту. А то, что потерпевшие говорят, почему нам не дают сейчас обжаловать, извините меня, у вас, когда городской суд оставил решение, у вас был достаточный срок в течение года. Почему вы не обжаловали, а сейчас решили, потому что они попытались как-то оправдаться. И вот эти доводы о том, что у нас должен быть одинаковый срок, я считаю, что это частный случай и не ставит вопрос конституционности, потому что человек и должен иметь надежду, право улучшить свое положение, потому что если он не использовал все возможные свои они не использовали, остановились на городском суде, сейчас Верховный суд проверит, и я считаю, что какие-то опасения, они напрасны, потому что чего они боятся, что отменят все гражданские дела, извините, гражданское судопроизводство нельзя сказать, что прямо связано с уголовным. Там в гражданском, кроме обвинительного приговора, даже если выйдет какое, я не знаю, решение, но вот так взять огульно, отменить все решения, которые были пересмотрены в свое время, и сейчас их отменить, это тоже должны быть какие-то реальные существенные основания, чтобы гражданские суды отменили свои предыдущие решения, только сославшись на приговор. Поэтому мы считаем, что риск для гражданских дел преувеличен, приговор суда по уголовному делу не единственное основание. Гражданская ответственность за вред может устанавливаться независимо от приговора на основании доказательств рейдерства, коррупции. Теоретическая отмена приговора не отменяет автоматически гражданские решения, они пересматриваются только при наличии новых обстоятельств, и потерпевший может их защитить в суде. Право потерпевшего защищается не только в уголовном, но и в гражданском процессе. В данном случае потерпевший уже воспользовался механизмом пересмотра. Обращение адвоката Джилдошева отражает частные опасения потерпевшего Гоу Джинвей, но не доказывает системное противоречие Конституции. На основании изложенного просим отказать в удовлетворении обращения. У меня все, если есть вопросы, я готов ответить.